Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас третья проверка. Едем проверять продольники. Утром сегодня не ездил, потому что был ветер, была большая волна. Вот теперь к вечеру стихло и решил сегодня проверить один раз. Конечно же, много рыбы сорвется. Есть такая рыба, что у нее губа очень рыхлая. Чем чаще проверяешь, тем лучше улов. Со временем, если он конкретно не заглотил или за верхний губу крепко не попался, то нижнюю губу он просто расшатывает и уходит. Но все равно проверить надо. Съездим, проверим. Сегодня мы остановились на другом месте. Вот, хочу вам показать. Вот такое вот интересное место, заезд. И еще хочу вам, друзья, сказать, что вот, как мы видим, вот впереди у нас кусты. Сколько высоченные кусты уже, вот там вот ниже все кусты. Лет 30 назад этого ничего не было. Тут, как сейчас помню, я был мелкий, лет, наверное, 10. Вот отец, мужики вот сюда приходили, сидели, любовались природой. Вот тут вот было, наверное, будок 5 вот таких где-то. В таких будках, ну, держали бензин, моторы. Вот там дальше, как мне это пекарня у нас. Дом до сих пор стоит. Там пекли очень вкусный хлеб. Своя пекарня у нас была. Хлеб мировой был, как сейчас помню этот запах хлеба. Так вот я о чем. Вот тут они обычно вот мужики садились вот около будок и любовались природой. Ни одного дерева не было. Тут был песок. Ну, луг, песок он затоплял, и получается от берега до берега. Это сейчас вот за 30 лет так все изменилось уже. Здесь протекала речка Гортьёль, она сейчас вытекает там повыше. Вообще изменилось все до неузнаваемости. Мелкий я частенько сидел здесь, бывало. Сидишь, смотришь, когда освободятся бутылки. Выпивали там красное вино, Агдам, Лидия, как сейчас помню, портвишок. Ждал, когда освободятся пустые бутылки, чтобы собрать, помыть и сдать в магазин. И на эти вырученные деньги, помню, покупал там себе конфеток, там еще что-нибудь. Прикольно было вспомнить, конечно. Вот такое вот короткое вступление. Ну что, поехали. Вода, как видим, прибывает. Я вчера лодку вечером оставлял на суше. Вот сюда вытаскивал его до сюда. Как мы видим, она уже вся в воде. И воды вон сколько в лодке. Сейчас мы это все вычерпаем и поедем. Ну вот и все готово. Воду вычерпали. Пол лодки воды было. Лодка пропускает. Текс. Скажу вам еще, друзья, на улице очень заметно похолодало, градусов 7, 8, не теплее. Это все ерунда, кругом ходят тучи, как бы опять не было дождя, как бы опять не было ветра. Поехали. Поехали, 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 поехали. На одной свече, что ли? Одна свеча не работает. Почему?
проиграем. Так, мы быстро проиграем. На Печору нельзя с таким уходить. А у меня еще все осталось. Опять нижний цилиндр не работает. Еще ни ключей, нифига не взял. Приехали. Это русский мотор. В общем, пойду схожу за ключами, возьму свечку запасную, попробую поменять свечку, потому что мотор работает на одном цилиндре, а выезжать по большой воде с неисправным мотором мало хорошего. Ну, надеюсь, все получится. Ну вот, потеряв 2 часа времени, собрав весь русский мат, поменял свечи. О, ну, короче, и так все-таки нашел я эту искру, в конце концов, завел, выехал, доехал. Посмотрел, пока ездил с запчастями, а температура не 7, не 8, оказывается всего 5 градусов. И потерял время. Короче, сегодня опять будем проверять по темноте. Сейчас скоро уже темнеет, в течение 15 минут, наверное, 20. В общем, начинаем. Что успеем, то успеем. Так, ну что? О, даже еще что-то и осталось. Даже еще что-то и осталось. Он язык. Еле-еле. Раз. Иди сюда. Вот. Один язык даже еще и остался. Янцкадан не ушел. Ну, потому что он попался хорошо, ровно вот за крепкую губу. А так обычно, если долго не проверять, язь уходит. О, не понял, у меня что-то еще там? Еще что-то, сижок, что ли? Ходюзок. Ага, Янцкадан. Мы тебя любим. Ходюзок. Ну, нормально, да? Начало есть. Так, ну что там? Не пойму. Что-то. А, ну да, есть что-то.
Тут и есть хариус. Так, здесь у нас хариус. Здесь у нас второй хариус. И язь. Вот такой вот хороший улов, Янскадан. Почему я... Я изушел. Я изушел. Вот такой вот язина. А хариус обычно заглатывает хорошо. Вот по этой причине я и не пользовался сачком. Обычно хариус заглатывает вот до желудка и не срывается. Язь может сорваться. Вот поэтому я поднимал хариуса без сачка. Так, раз, и где-то здесь второй, вон такой вот хороший. Два хариуса. И язь. Отлично. Отлично. Итого у нас в улове уже 3 хариуса и 2 язя. Хорошо, Янскадан. Так, ну что, есть что нет? Ага, в самом конце, на последнем крючке, вроде бы язёк. Вроде бы язёк. Так, сачок, 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 сачок. Вот так вот. Значит, ты мой. Раз не ушел, значит, ты мой. Вот такой вот язь. Попал хорошо. За крепкую нижнюю губу. Нормально. Вот, Янскадан. Еще добавок. Вижу яська. И там вроде бы еще что-то есть. Ага. Еще 2 рыбы. Вроде бы харюза. Раз харюз. И 2 хариус. Уже уснул, накручивает продольник. Вот они когда уснут, застывают вот так вот бумерангом. Если долго не проверять, продольник весь смотается. Ну, язёк, 2 харюска. Отлично. Вот, видите, как скручивает. Благо еще недавно, видать, уснул, мало успел намотать. Ничего страшного. Все, наживляем, отпускаем.
Так, куда-то в кусты походу зацепилась. Или что это? Натяжка обалденная. Кто-то даже там есть в конце. Хорюзок. Угу. Вот такой вот хорюзок. Тоже неплохо. Сегодня хорюзок пока даже больше, чем езе енскадан. Ну что, есть что-нибудь? Нет? Опять же на последнем крючке что-то есть. На предпоследнем. На предпоследнем. Так, кто на ты? Кто на? Язёк, оказывается. Ну, язёк так язёк. Полезяй, кузявок. Вот, потихоньку прибавляется. Хорюз умер. Хороший хорюз. Так, и там еще что-то идет. Язёк. Язёчек. Лезай в сачочек. Все. Две рыбы. Хорюз, язь. Сладкая парочка. Хорюз заглатывает глубоко и потом подыхает. Если долго не проверять, может испортиться. Ну вот, Янскадан, поехали дальше. Так, что-то есть. Что-то есть. Язычек. Раз. И там еще один язычек. Два. Там еще один язычек. Три. Три язычка. Раз.
и 3. Вот Янскадан. Ведерко потихонечку растет. Наживляем. Фига себе глубина здесь. Просто глубокая глубина. Так, что у нас? Ерши. Ерши. А, это даже не ерш. Маленький налимчик. Так, как бы нам тебя безболезненно. Куда? Скользкий. Иди гуляй, Вася. Так, опа-на. А у нас тут что-то есть. А у нас тут и вроде бы идет язёк. Язь. Это не язёк, это целый язь. Просто на тиховоде ведет так плавненько. Вот хороший язь. Отлично. Налимчик такой мелкий. Нет бы хотя бы килограмма на 1,5 попасться. Или хотя бы на килограмм уже. Соскучился по налиме и ухе. Обожаю свежую уху со свежего налима. Печеночку кубиками нарежешь. Вкусняшка. Так, вижу язя. Так. Ну, да ёшкин ты кот. Язёк. Так, еще там что-то было тяжеленькое. Блин, без течения так фигово с одной стороны. Ёршик. Так, ага, вижу. Раз, вот он. Ух ты! Янскадан. Это хариус. Друзья, это хороший крупный хариус. Вот он. Я думал, язь. Это вот он. Так. Там еще что-то было. Куда-то за мотор. Ушел куда-то за мотор. Зацепилась за мотор. Так. Ну вот, все 3 рыбы на месте. Янскадан. Вот это язёк. Второй язёк. И смотрите, друзья, какой прекрасный хариус, крупный. О, Янскадан. Вот это действительно красава. Ох. Вкусняшка.
Я подумал сначала, что это язь. Это вон какой красавец хариус. Ну вот. Сегодня вообще классно. Харюзов сколько там уже? Штук 5 есть по-любому. Вот это Йенскаден так Йенскаден. И с прекрасным настроением продолжаем дальше рыбачить. Наживляем червями и отпускаем. Ну вот и все. Закончили мы нашу проверку продольников. Улов сегодня есть. Примерно столько же, как и первые 2 проверки. Пол ведерочка. Но сегодня было много харюзов. Вон они, красавцы. Так что где-то 50 на 50 примерно. Ну, может быть 40 на 60. Так что все прекрасно. Рыбалка продолжается. Печора кормит. До завтра. Завтра, если погода позволит, мы опять встретимся на нашей Печоре, на наших продольниках. Всем пока.